проходит центральная трасса, где будут проезжать туристы, участники. И это не традиционный рейд по несанкционированным свалкам. Все это будущие маршруты крупнейшего международного чемпионата WorldSkills. В бой за их чистоту вступили экологи. Уже меньше чем через месяц тысячи гостей пройдут не только по центральным улицам, а обходные пути пока больше напоминают кладовую со строительным и бытовым хламом. Маршрутов достаточно много. Они начинаются от гостиниц, от спортивных комплексов, проходят по центральным улицам. И наши маршруты заключаются не просто проезд по маршрутам, но мы заходим именно во дворы, смотрим, есть ли какие-то нарушения. Очередной маршрут экологов с улицы Подлужной до площадки чемпионата «Казань-Экспо». Здесь склады мусора буквально на каждом шагу. Из них 2 крупных строительных свалки, а проверенных маршрутов уже более 40. Вот в такой, казалось бы, красивой прогулочной зоне на Казанке, буквально в 20 метрах от моста «Миллениум», лежат сотни строительного мусора. Здесь металлические трубы, пластмасса и древесина. Кто является собственником участка и нарушителем, будут выяснять в Росреестре. Это высокоточное геодезическое спутниковое оборудование. Именно оно и позволяет в краткие сроки определять работникам Росреестра место свалки и ее площадь. Только за 3 месяца по всем маршрутам WorldSkills выявили 40 нарушений. 19 человек уже привлекли к административной ответственности. Мы замеряем этот участок. Далее по замерам мы сопоставляем их со сведениями, указанными в Едином государственном реестре недвижимости. Далее находим собственника земельного участка. Большинство нарушителей – юрлица. Штраф от 100 тысяч рублей. Вывозить мусор собственники участка должны самостоятельно. По словам экологов, эти свалки не токсичны и не требуют спецмер утилизации. Юлия Муратова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.